Oriente Lux. Свет идет с востока. Так гласит римская поговорка. Еще античные римляне знали, что цивилизация идет с востока. Из века в век все новые экспансии кочевников возникали далеко на востоке и влияли на ход мировой истории. И каждый раз они проходили по территории Казахстана, оставляя здесь свои следы, создавая нашу с вами историю. Это серия выпусков «Свет с Востока». И здесь мы рассказываем об экспансиях кочевников, которые вспыхивали одна за другой там, где восходит солнце. Экс, Oriente Lux. Свет идет с востока, а мы двинемся навстречу свету на восток. В прошлом выпуске мы рассказали о саках, о золотом периоде в истории кочевой цивилизации, о великих воинах, творцах и мудрецах, некогда повлиявших на ход мировой истории. Сегодня же мы расскажем о киданях, таинственном кочевом народе, который настолько же важен, насколько и малоизвестен широкой публике. И расскажет нам о киданях историк Ермек Джасыбаев. Кидания открыли новую страницу в отношениях между Китаем и кочевой степью. Прежде вожди кочевников либо подчинялись Китаю, либо были с ним на равных. Киданский же император Тай Цун заставил Китай признать себя подданным кочевников. Китайский император впервые не только должен был ежегодно дарить подарки киданям, но и уступил кочевникам 16 китайских областей. Это было оскорбление, которое стремились смыть все китайские правители. Оскорбление, которое нанесли Китаю именно кидани. Наиболее ранние скудные сведения о киданиях мы встречаем в VI веке, но тогда это был слабый, немногочисленный народ, поэтому он не представлял особой угрозы для Китая, и поэтому не был интересен китайским историкам. Да, но потом происходит распад империи Тан, череда междоусобиц, начинается распадаться и Куйгурский каганат, и, соответственно, кидания начали усиливаться. В X веке мы встречаем упоминание о том, что кидани составляли одну из ветвей древних сюнну. Сюнну, так получается, сюнну-хунну это же один народ, кидани что, потомки хунну? Сюнну-хунну суть это одно слово, один этноним. Но необходимо отметить, что уже в XI веке последующие китайские историки упоминают о том, что кидани составляли одно из звеньев союза племен Дунху, которых, как вы знаете, разгромили в последующем китайцы и хунны. Значит, непонятно, Дунху или хунну. С происхождением киданий еще много вопросов. Но можем ли на современном языке сказать кидани тюрки или монголы? Ну, не совсем. Монголами являлась только, скажем так, восточная сторона киданий, западная сторона государства киданий, в лице, скажем, например, найманов, которые тоже входили в монгольский улус, по факту они являлись тюрками, поэтому здесь уместно говорить о смешанном тюрко-монгольском племени, что для Великой Степи не было, в общем-то, исключением. Вот для меня лично интересна стратегия киданий, когда в Китае с X примерно века начинается череда переворотов, кидани активно участвуют во внутренних разборках китайцев. Мало того, начинают усиливать давление и постепенно захватывают земли Китая. Историки считают, что кидани составляют один из важнейших факторов истории всей Центральной Азии, без которого невозможно понять в том числе, как и почему появился Чингисхан и его империя. То есть
кидани оказали огромное влияние на последующую историю Великой Степи. Достаточно сказать, что Кидани, именем Кидани мы называем страну Джунго, что в переводе с китайского дословно означает «срединная страна», какой является Китай. Это и не странно, поскольку Кидани долгое время управляли Китаем, и другие кочевые племена воспринимали земли юго-восточнее от них как территории подвластной Кидани. То есть мы называем Китай благодаря Китаям, благодаря киданям. Кто из казахов является прямым потомком киданий, это требует отдельных исследований, однако точно известно, что многочисленный казахский род Найманы имеет прямое отношение к киданьскому наследию. И одна из представительниц этого рода Айгуль Джансерикова, которая создала в Алматы центр ремесла Казак-Онер. Центр ремесел Казак-Онер – это место, где можно не только приобрести уникальные предметы казахского ремесла, и не только увидеть собственными глазами, как всю эту красоту создают мастера, но и попробовать сделать что-нибудь своими руками. Центр находится в удобном доступе на территории города Алматы, рядом с ледовым комплексом Алматы-Арена. Вы попали в уникальный центр ремесленников, единственный в стране, где вы можете найти продукцию лучших мастеров-ремесленников Казахстана. Вообще это шикарно выглядит. Я слышал, что здесь можно не просто увидеть и приобрести что-то на память, но и увидеть, как это все делается. Совершенно и верно. Самому попробовать даже, да? Обязательно. Здесь есть 5 мастерских, в которых люди сидят и творят. И одновременно эти мастерские работают над тем, чтобы приобщить любого туриста, любого гостя к древним ремеслам и показать, как это делается. Здесь у нас представлены работы молодого зергера Жандоса Рамазана. И очень, кстати, со своей изюминкой и почерком. Я очень горжусь, что человек за 2 года стал брендом. Вот любимое рабочее место нашего Жандоса. Вот, он вообще популярный не только вот близыки, видите, он его делает в разных интерпретациях. Серебро, ты знаешь, это такой материал, который априори был у каждой казахской женщины. И если у нее не было серебряных украшений, даже еда считалась нечистой, да, как бы. То есть он здесь работает и обучает, да, показывает. Он и здесь же обучает, у него есть уже, так сказать, подмастерья, ученики. И плюс еще тоже проводят для туристов мастер-классы. И они все с кулончиками уходят небольшими отсюда. Своими руками Да, делают. своими руками делают вместе с ним. Это наша мастерская керамики, гончарного искусства, вот Рар Ceramics называется. Здесь вот наш мастер Данияр, он уже так наловчился, производит посуду для многих-многих ресторанов. И какой ресторан какой просит, вот с логотипом, цвет, с глазурью, без глазури. Вот он сейчас сам работает, вот здесь сидит, опять, видимо, что-то готовит. Вот, видите, какие формы. Каждый раз причем разные. Вот, комплектами, как говорится. То есть здесь и обучение происходит, да, мастер-классы Здесь у нас какие-то? вообще больше всех у нас вообще в стране, наверное, гончарных кругов. 8 штук. Это только у нас было в 2017 году. Поэтому мы и популяризовали, как проводить мастер-классы по вот, гончарному искусству, работать с керамикой и так далее. Мы сейчас находимся еще в одной мастерской нашей, Казак-Онер, это Ару ателье.
Здесь производятся изделия из пэтчворка. Курак деген. Это вот тоже наше старинное ремесло казахское древнее. Курак. Сейчас это модно называть пэтчворк там. Вообще, на самом деле, по-русски лоскутное шитье. Вот хозяйка мастерской Алия Жаканаева сидит, работает. Вот видите, все это делается из разных лоскутков. Если даже ты цельную ткань берешь, ты ее сейчас уже вынужден, наоборот, кроить, кромсать, а потом сшивать, потому что это модно. Сейчас делаются разные изделия в технике курак, аксессуары, всевозможные косметички, сумки и так далее, что ты, наверное, увидел в шоуруме. Ну, это сложная, долгая работа. Ну, конечно, это все ручной работы. Исторически каждая девушка, жасау, да, имела обязательно там тускииз, который вышитый, да, и курак курпилер. Основоположником всего этого центра является ТУ Айгульлайн, поэтому большая мастерская у нас здесь, где производится уже чуть ли не в полупромышленном масштабе, потому что очень много заказов со всей страны мы получаем. Сначала все начинается вот с самой шерсти, с раскладки. И самое главное – это правильно ее разложить. Вот раскладываешь ты 2 слоя. Первый, вот для того, чтобы узор положить, это может быть и цветным, и вот таким вот натуральным цветом. Потом он сушится, затем композиция придумывается, потом это вырезается и только потом накладывается на вот эту вот основу. Вообще, насколько сложный процесс, сколько времени занимает изготовление вот такого? Ну, конечно, любой handmade – это не тяп-ляп и не быстро, да? Как говорила Коко Шанель, если вы считаете, что это дорого, изделие ручной работы, попробуйте сделать ее сами. На пике своего могущества киданьская династия стала фактически управлять Китаем. Они стали именоваться великими Ляо. Вот это государство постепенно стало завоевывать территории Южного Китая, территории, принадлежащие предкам монголов на севере. И в целом это государство стало именоваться Восточным Ляо. Проникли кидани и на запад, на территорию Казахстана, Кыргызстана. Здесь в Семиречье возникло государство Западное Ляо. Представляете себе размах этого государства кочевников, которое растянулось от границ нынешней Кореи до Балхаша и Сырдарьи на западе. Причем это не была какая-то дикая орда варваров, как некоторые рисуют кочевников. Империя Ляо имела четкую структуру управления, в которой участвовали, кстати, корейцы, китайцы. И у нее существовала собственная письменность, развивались ремесла, города, культура. Как известно, степные ханы и герои были извечно движимы идеей объединения степи. Этой идеей народа войлочных стен жил и монгол Чингисхан, и хунну Моде, и тюрки Ашина. Не были особо далеки от этой идеи и кидани. Ну, кидани не совершили таких каких-либо исторических значимых потрясений, которые совершили в свое время, скажем, монголы или гунны. Но вот государство Восточное Ляо стало угасать в результате внутренних противоречий. А что насчет западного Ляо? Как проявилось его влияние на нас? На Западе экспансия киданий была направлена на государство караханидов. Они пришли на наши земли, закрепились здесь, но вскоре были изгнаны отсюда хорезмийцами и кыпчаками. А дальше, как вы знаете, пришел Чингисхан и поставил все точки над «и». При этом входившие в империю Ляо найманы при Чингисхане отошли в улус Джучи. Стали, по сути дела, основой Золотой Орды. Она зародилась на территории в самом начале XIII века, и только потом владения Джучи расширились на юг и на запад. Напомним зрителям вкратце эту историю. В XIII веке на нашу землю пришел Чингисхан, разгромил найманов, и хан найманов Кучлук был вынужден бежать из Алтая сюда, в Семиречье. Да, это точно так. Значительная часть найманов
и Киреев потерпела поражение от Чингисхана, и Кучлук был вынужден с собственным улусом покинуть территорию Алтая и бежать на территорию Семиречья. Насколько известно, в то время здесь, в Семиречье, после развала империи Кидани существовало вот это образование Западное Ляо. И Кидани, которые руководили этим государством, назывались Китай или Каракитай. Да, совершенно верно. 16 тысяч киданьских семей находились в Сибиречье, и Кучлук с подданными найманскими родами ушел в подданство в вновь образованном государстве Каракидани или Каракитаев. Здесь даже он женился на дочери их правителя Гурхан. Найманы крепко закрепились на этой территории, но в последующем, как вы знаете, после нескольких поражений от монголов Кучлук был пленен и казнен. Таким образом, государство Западное Ляо перестало существовать. Что касается Восточного Ляо, то его, как известно, покорили монголы. Правили киданиями полководец Мухали и вторая жена Чингисхана Кулан. Мухали, кстати, даже породнился с киданиями, женившись на их принцессе. А что по поводу Киданий, оставшихся на нашей земле? Куда они исчезли? Их же не вырезали поголовно? Нет, в принципе, кочевники не применяли, как правило, политику геноцида, и пришедшие с востока Каракитаи в последующем вошли в состав казахов, узбеков, башкир, каракалпаков, нагаев, гагаузов и других. И примечательно то, что в современной родоплеменной структуре, к примеру, калмыков-тургутов, выделяются представители киданьского рода Хатай-Хапчин. Вклад Киданий в историю Великой Степи очевиден. Они показали, что кочевники могут не только побеждать Китай, но и занимать его территории. Они настолько глубоко вошли в историю, что саму страну Чжун-Го называют именем этих кочевников – Китай. Они дошли и до земель Казахстана и оставили свой след среди многих современных народов Евразии. Кидани – это был, возможно, не самый яркий и не самый долгий, но все-таки очередной свет, который пришел к нам с востока. О других волнах восточных кочевников смотрите в следующих выпусках. И помните, какой бы темной ни была ночь, однажды с востока придет новый свет.